год, направленных на предупреждение современного рабства, но и во всем мире сегодня этот день отмечается как день борьбы против торговли с людьми. Конечно, для Кыргызстана вопрос работорговли актуален в связи с тем, что большое количество наших граждан находится за рубежом. Там они зачастую, и это массовое явление до настоящего времени, подвергаются условиям принудительного труда, которое тоже относится по международному праву к формам современного рабства. Зачастую наши работники, находясь в соседних странах, они обманываются недобросовестными работодателями, которые отбирают у них паспорта, обещают оформить для них все документы. По истечении определенного срока эти граждане не могут уже легализовать свой статус, встать на учет миграционный, получить разрешительные документы, потому что это ограничено во времени. Например, в России, в Казахстане это 5 и 7 дней человек должен стать на учет. Получить разрешение на работу – это квотируемая система. И практически половина наших граждан на протяжении всех этих лет, пока существует трудовая миграция, они работали в теневой экономике, и труд их нещадно эксплуатировался. Им не оплачивали заработную плату, как правило, по 2-3 месяца люди работали бесплатно, а когда обращались с просьбами оплатить им зарплату, то работодатель говорил: ты вот нелегал, иди и делай, что хочешь. И никто ему помочь на самом деле, с одной стороны, не мог, с другой стороны, сам человек, опасаясь, что его выдворят из страны за нелегальный статус, оказывался в таком замкнутом положении, и, конечно, это очень сильно травмировало людей психологически. На эту проблему мы обращаем внимание с 1992 года. В рамках СНГ, в последующем в рамках Евразес, наше министерство активно выступало за создание единого рынка труда, что позволит работать без ограничения квот, что позволит признавать прямое признание дипломов, что позволит в рамках СНГ людям избегать мошенничества со стороны работодателей, и таким образом проявление эксплуатации человека, его труда сойдут на нет.